Здравствуйте. Хорошо ли меня слышно? Мгм. Я вижу то, что звук есть. Надеюсь, меня слышно достаточно хорошо. Рада вас приветствовать. Меня зовут Карина Эдуардовна. Я являюсь консультантом Республиканского консультационного центра Коми Республиканского института развития образования, и мой профиль, конечно же, театр. Сегодняшняя тема у нас диагностика и развитие актерских способностей у детей. Еще раз проверка, хорошо ли меня слышно. Итак, начнем. Элементы театральной педагогики включают в себя непосредственно, включаются обычно в учебный процесс или используются во внеклассной работе. Существуют как формы дополнительного образования, но при этом различных форм организации детского драматического творчества. Основная их цель, которую преследует педагог в большинстве случаев, это, конечно же, эстетическое воспитание ребенка. Психологическая структура актерских способностей. Способности – это индивидуальные психологические особенности, отличающие одного человека от другого, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельности, не сводимые к знаниям, то есть умениям и навыкам, но обуславливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности. Теплов разделяет способности и задатки способностей, и он говорит, что врожденные физиологические особенности человека, которые служат основой развития, непосредственно и есть способности. Дружинин предполагает, что есть два варианта классификации способностей по видам психических функциональных систем, то есть сенсомоторные, перцептивные, мыслительные, коммуникативные и так далее, и по основным видам деятельности: математические, музыкальные, научные, актерские, художественные. И кроме того, дополнительно существует, конечно, отдельная классификация общих и специальных способностей. Развитие специальных способностей осуществляется как приспособление отдельных психических процессов к условиям профессиональной деятельности. Любой психический процесс реализуется за счет формирования определенных функциональных систем головного мозга. Характеристика этих функциональных систем и есть способности. На основе ранней диагностики способностей может быть дан вероятный прогноз успешности социальной и профессиональной карьеры личности. Исследование способностей и диагностика их развития имеют важнейшее значение для индивидуализации обучения и воспитания детей. Не только профессиональной организации, но и профессионального отбора, а также для прогнозирования и психологической поддержки развития личности. Собственно, актерские способности являются разновидностью специальных способностей, формируются и проявляются в узконаправленной деятельности и требуют специального обучения, развиваются на основе общих способностей. Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что специальные способности у нас формируются и реализуются только в деятельности, поэтому их можно изучать по проявлению в профессиональной сценической деятельности. Развивается на основе общих способностей, формируется на основе задатков, наследуемых особенностей анализаторов, функциональных систем и свойств нервной системы. Является своеобразными качественно-количественными новообразованиями психических процессов, которые формируют профессионально важные качества. Находится в постоянном развитии и меняющемся отношении между отдельными компонентами. И специальные способности не существуют изолированно, а включаются в систему личностных качеств и свойств, из которых важнейшими являются общехудожественная одаренность, творческий потенциал личности, система ее отношений
ценностей и черт характера. Но четких теоретических представлений и общей концепции структуры актерских способностей, несмотря на значительное количество работ и изученного материала, к сожалению, по этой теме нет. Рассмотрим две основные гипотезы сценической деятельности. Первую нам дает Пиренков, считает, что актерские способности являются совокупностью писательских способностей и специальных способностей, благодаря которым актер воплощает смоделированный образ в действиях на площадке, то есть создает форму. Но также же рассматривает механизм сценического перевоплощения в русле теории установки. По его мнению, у актерски одаренного человека на основе творческой потребности возникает установка на действие в воображаемых обстоятельствах. То есть вечный вопрос «а что если бы?». Условное формирование такой установки – активно действующая потребность. То есть подобно разработанной в воображении ситуации, в которых протекает сценическое действие и неоднократное их повторение, то есть репетиции, в которых и вырабатывается готовность подсознания осуществлять новые программы действия на сцене. Под взаимодействием установки на воображаемую ситуацию претерпевает изменения в отношении актера к самому себе, к партнерам и уже ставшим персонажам. На основе вышеизложенных гипотез Рождественской выделены две ведущие базовые специальные актерские способности. Это как раз выразительная, то есть создание формы, и способность к перевоплощению. Психологическое исследование компонентов актерских способностей выделяет следующее. Свойства нервных процессов, то есть устойчивость к стрессу, динамичность, уравновешенность, эмоциональная возбудимость, подвижность и, конечно же, сценический темперамент. Второе – это психологические процессы. Объемы переключения внимания, подвижность ассоциаций, воображение, продуктивность, оригинальность и эмпатия. И свойства личности, то есть уровень саморегуляция, работоспособность, мотивация, социальная смелость и общительность детей. Диагностика развития актерских способностей в театрализованной деятельности помогает выявить такие основные моменты, как основные принципы драматизации, то есть устойчивый интерес к театральному искусству ребенка, умение давать оценку поступкам, действующим лицам в спектакле либо в каких-то постановках, владение выразительной речью, конечно же, способность понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать свое. Также основные навыки театрального мастерства, то есть способность сопереживать героям, эмоционально регулируя и реагируя на поступки действующих лиц. Умение вживаться в созданный образ, постоянно совершенствуя его, находя наиболее выразительные средства для воплощения, используя мимики, жесты и движения, то есть все то, чему обучают в театральных студиях, группах, объединениях и так далее. То есть два основных момента у нас – это принципы драматизации и навыки театрального мастерства. Но есть определенная характеристика уровня освоения знания, то есть высокий и средний. Высокий уровень у нас – это творческая активность ребенка, его самостоятельность, инициатива, быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи взрослых, ярко выраженная эмоциональность во всех видах театрализованной деятельности. И средний уровень – это эмоциональная отзывчивость, интерес, конечно же, желание включаться в деятельность, но у ребенка проявляется затруднение в выполнении задания, либо требуется помощь взрослого, дополнительное объяснение, дополнительный показ, повтор. Более такая планомерная работа
То есть если с высоким уровнем ты ребенку просто даешь задание, он спокойно его выполняет, как может, как хочет, как получается, но выполняет, то на среднем уровне чаще всего детям необходима помощь. Для полноценной картины данные исследования в театральных студиях проводятся примерно раз в месяц, чтобы отслеживать прогресс развития способностей и, конечно, корректировать его. То есть смотреть, есть ли какие-то недочеты в развитии, какие-то пробелы в знаниях детей. А, Есть определенные разные виды творческих заданий, основные принципы драматизации. У нас, конечно же, это идут упражнения на развитие моторики рук, этюды, такие как «Покажи утро», либо «Покажи паучка», «Цветок», «Гнездо», «Птичку», «Флажок» и так далее. Также, конечно, в этот блок входят у нас скороговорки на развитие дикции и чтение стихотворений, при этом оно должно включать в себя развитие интонационной выразительности. Основные навыки театрального мастерства – это этюды на развитие выразительной мимики и воображения. То есть как я ем лимон, тепло-холодно, сердитая старушка, я чищу зубы и так далее. Критерии, которые необходимо выявить и оценить, указаны на слайде. Это 10 основных моментов, которые необходимо учесть при оценке деятельности детей на сцене для того, чтобы смотреть как раз-таки за их прогрессом. То есть умение легко входить в роль другого человека, персонажа, может разыграть драматическую ситуацию, изобразив какой-нибудь конфликт, может легко рассмешить, придумать шутки, фокусы, хорошо передает чувства через мимику, пантомимику и жесты, меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, интересуется актерской игрой, пытается ее понять ее правила и ход, создает выразительные образы с помощью атрибутов, создает оригинальные образы, выразительно декламирует и, конечно же, пластичен. В принципе, все эти 10 пунктов, которые являются нашими критериями, они каждый раз меняются с ходом деятельности ребенка в театральной студии. И очень приятно следить за прогрессом. Также на этом уровне можно выявить сразу то, на какие моменты стоит больше давать опору при индивидуальной работе с кем-то из учеников. Способов выявить множество, как тренингов и разных ситуативных ситуаций, и каждый педагог подбирает программу работы индивидуально под возраст и интересы детей, для того, чтобы проще было отследить вот как раз-таки эти основные 10 пунктов. Дошкольники очень впечатлительны. Они особенно поддаются эмоциональному воздействию силы образно-конкретного мышления малышей. И театрализация художественных произведений помогает им ярче и правильнее воспринимать содержание этих произведений. Однако им интересен не только просмотр спектакля в настоящем театре, но и участие в собственных представлениях. То есть дети по своей натуре являются уже готовыми, одаренными актерами. Подтверждение этому служат, конечно, сюжетные ролевые игры, в которые ребенок раскрывает просто колоссальный творческий потенциал и эмоциональный актерский потенциал. Причем здесь он проявляет себя сразу в 3 амплуа: как сценарист, как режиссер и как актер. Но парадокс. Этот же самый ребенок, выходя на сцену, чувствует себя потерянным и неуверенным. Что же это у нас такое происходит? Играя в своем маленьком театре, то есть когда ребенок самостоятельно придумывает себе какие-то
определенные постановки, ребенок свободен и расколан, так как ему известны правила этой игры, и, в принципе, он примерно понимает, что будет происходить дальше. А, Он применяет те навыки и знания, какими располагает, не чувствует зрительской заинтересованности, и поэтому не боится. То есть он не боится ошибиться, не боится сделать что-то не так, и ему понятна каждая деталь в его игре, или, можно даже так сказать, в его пьесе. Выступление на публике же требует порой большого знания и умения, которыми дети, к сожалению, не располагают. И, конечно же, на сцене существуют свои законы, свои правила, и педагогу необходимо разъяснить их актеру и познакомить с ними ребенка для того, чтобы при выходе на сцену не возникало каких-то казусных ситуаций, что ребенок становится зависим от мнения зала и перестает проявлять свою активную индивидуальность. Актерское мастерство — это неразрывная совокупность навыков и умений, конечно же. Это владение речью, интонацией, игра, мимика жестов, пластика тела, владение импровизацией, развитие воображения и внимания. Рассмотрим эти этапы и примеры развития данных навыков, приемлемых для детей дошкольного и старше дошкольного возраста. Для развития выразительности речи просто необходимо создавать условия, в которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре. Ну и, конечно, с перспективой на то, чтобы он спокойно пользовался этими навыками, также и публично, не стесняя слушателей. Первый у нас идет дикция. Это важнейшая дисциплина актерского мастерства, да и, в принципе, важнейшая деталь человеческого общения. Намного приятнее разговаривать с человеком, у которого четкая и хорошо поставленная речь. Далее у нас идет этап работы над дикцией. То есть у нас идет гимнастика языка, губ, произношение парных, звонких и глухих согласных, например, БП, ЗС, ГК и так далее. Произношение рифмованных слов с этими звуками на конце слова, лаз, пас, пот, брод и так далее. Педагог следит, чтобы дети не проглатывали окончания слов. И, конечно же, следующим этапом у нас идет работа над скороговорками. Прежде всего, перед тем, как приступить к работе со скороговорками, необходимо объяснить, что это занимательное сочетание слов. То есть скороговорки произносятся быстро и несколько раз подряд, но при этом каждое слово должно четко выговариваться. Этапы работы над скороговоркой — это познакомить детей с текстом скороговорки, разобрать создаваемую зрительную картину или сюжет определенный, который там идет у нас последовательно, разучивание в очень медленном темпе и отчетливо произнося каждое слово. То есть мы начинаем с максимально медленного темпа для того, чтобы потом, впоследствии, абсолютно спокойно ребенок мог ускориться, произносить большее количество сложных для него, сложно проговариваемых слов, и мог спокойно уже учить скороговорки более объемные. И, конечно же, изначально мы берем не только медленный темп, но и тихую интонацию. И когда дети запомнят текст, мы уже как раз-таки увеличиваем темп, громкость, начинаем работать интонационно. Есть определенные скороговорки, которые направлены именно на развитие громкости, есть на развитие интонационной выразительности и так далее. Работа над интонацией. На первом этапе разделите скороговорку по фразам. Предложите каждому участнику проиграть свою фразу интонационно. То есть, например, пришел Прокоп, кипел укроп. И как вот это вот все у них происходило, и необходимо детям объяснить то, что каждый
момент скороговорки, он должен быть разным по настроению, разным по скорости, разным по силе голоса. На втором этапе работы дать детям самостоятельно выбирать интонацию и уже добавлять к ним жесты. Упражнение на развитие интонационной выразительности у нас исполнять песенки. Например, взять ту же песенку «Козы» из сказки «Волк и козлята», и сначала голосом козы его припеть, потом голосом волка. И просить ребенка задавать вопрос, например, от лица какого-либо из действующих героев в сказке. То есть мы берем за основу занятия какую-то сказку и полностью отталкиваемся уже от нее. То есть берем мы «Три медведя» и просим говорить одного как Настасья Петровна, другого как Мишутки, а третьего как Машенька. И потихоньку уже передавать эмоциональное поведение своих героев. Эмоциональность имеет внешнюю выраженность больше даже не только в голосе, точнее должна. Она имеет, но и должна иметь выражение еще и в мимике. Необходимо познакомить детей и подобрать под них и проработать такой момент, как внешнее проявление признаков того или иного чувства. И, конечно же, так как мы перешли к мимике, дальше следующим этапом у нас идет развитие мимики. Есть достаточно большое количество разнообразных тренингов, разнообразных упражнений на развитие. И одним из первых, чаще всего используется зеркало, то есть рассмотреть и определить на схемах эмоции радость, спокойствие, грусть, смущение, удивление, насмешка, злость, недовольство, страх. Чем больше эмоций, тем больше каких-то интересных моментов. И помимо того, что дети изначально их изучают, они их запоминают, и потом, впоследствии, когда они уже играют в зеркало, то есть становятся друг напротив друга и изображают, они более выразительны, более точны становятся в изображении каких-то моментов, например, той же радости или грусти. И также впоследствии, когда идет работа над этим упражнением, надо подталкивать детей искать самостоятельные внутренние какие-то звоночки для того, чтобы им проще было выражать свои мысли так, как они привыкли это делать, и приближаться уже к большей реалистичности того, что они делают. Следующая игра у нас идет глаза в глаза. Это дети делятся попарно, берут друг друга за руки, и первый ребенок, глядя в глаза и чувствуя тепло рук, молча передает напарнику свои эмоции. Например, в голове прокручивает «я грустный, помоги мне», или «мне весело, поиграй со мной». Задача второго ребенка как раз-таки угадать, какие же мысли, какие же эмоции передает его оппонент. Здесь очень часто дети начинают немного утрировать с мимикой, надо следить и держать это все в рамках адекватной реакции. Далее дети меняются ролями, и, конечно же, следующим у нас идет добавление к этому всему пластики тела. Пластику тела можно развить с помощью этюдов игр, например, тропинка. Путешествие по представляемой некой тропинке с преодолением воображаемых препятствий. К этому же, если вы сочетаете разные тренинги, можно добавить мимику и уйти уже куда-то в более интересные моменты, например, задавать ситуативные какие-то препятствия, то есть, например, там змея, и помимо того, что ребенку надо как-то спокойно от него уйти, ему же еще и испугаться надо, то есть выразить это все мимикой, голосом, возможно, жестами.
Так, дальше у нас идет этюд из семени в дерево. Этот этюд очень хорошо сочетает пластику, мимику и жесты, так как ребенку необходимо пройти все этапы от семечка до дерева. То есть этап взращивания, вырастания, уже взросления и как раз-таки увядания. У нас начинается все с семя, потом идет росток, появление листьев, вытягивание стеблей, распускание цветков, листиков, лето, ветер, осень, борьба со стихией, опадание, увядание и как раз-таки превращение обратно в семя. Ребенку во время выполнения этого задания необходимо давать четкую установку, что он полноценно пластикой от кончиков пальцев ног до макушки должен являться вот как раз-таки этим семечком, которое вырастает в дереве. И следить за тем, чтобы дети не забывали использовать свои пальцы, свою улыбку, мимику, осанку, конечно же. То есть это такая полноценная работа всего тела. Детям это приносит колоссальнейшую просто, не знаю, радость, веселье, потому что я не знаю по какой причине, но им очень нравятся вот как раз-таки подобные одиночные этюды для развития. Итак, следующим у нас идет импровизация. Импровизация как одна из вершин художественного творчества и способов творческого самовыражения. Это, наверное, один из самых сложных блоков для детей, потому что не все готовы импровизировать открыто и спокойно, не думая о том, что их оценят. И, конечно же, это касается как и детей, так и более взрослых воспитанников. Способность к импровизации на сцене, так же как и в жизни, у многих является врожденной способностью. У некоторых способность импровизировать существует подспудно, и ее необходимо развивать и воспитывать. Например, с помощью игры пантомим. То есть дети становятся в круг, ведущий в центре, и при помощи пантомима он показывает какое-либо действие. Например, собирает ягоды, шьет и так далее. И дети вокруг должны угадать, чем же занят человек у нас в центре. Дальнейшим этапом является драматизация, то есть обыгрывание сказок, скороговорок, предлагаемых сюжетов. Педагогу следует ребенку рассказать о положении сцены и приучить работать на зрительную аудиторию. Для того, чтобы, со взрослыми это, конечно, немного иначе идет, но вот с детьми чаще всего преодоление страха перед большой аудиторией мы корректируем тем, что первое выступление мы устраиваем перед куклами, потом постепенно наращиваем и добавляем уже как раз-таки своих воспитанников из этой же группы. Возможно, приглашаем воспитанников из того же возраста соседней группы, и так понемногу увеличиваем. Преодоление страха перед публикой возможно лишь наработка и самоутверждение. То есть это последовательная работа, и нельзя ребенка просто вытащить на большую сцену и сказать «выступай». Он, к сожалению, нашему не справится. Ребенок не понимает, что обладает многими навыками и умениями, и, конечно же, основной задачей развития актерских способностей у ребенка является раскрытие неосознанных и спящих способностей, то есть талантов и умений самого ребенка, которые в нем скрыты и заложены изначально природой. Это очень важный момент для работы в театральной студии, потому что очень часто у нас педагоги упускают некоторые моменты, не проводят как раз-таки диагностики и упускают из вида некоторые такие творческие пути ребенка и, не замечая их, не развивают, к сожалению. Я надеюсь, что данный материал был для вас интересен.
А, Большое вам спасибо за внимание и до новых встреч. До свидания.